Этот станок был сделан в Германии в 1939 году, и он внес свой вклад в победу над теми, кто его произвел. До сих пор работает. Это, конечно же, не основное производство. Основное скрыто от посторонних глаз. Работают здесь и современные станки. Многокилограммовая болванка проходит через десяток операций, чтобы стать деталью, каркасом оптического прибора весом несколько граммов. Казанский оптико-механический завод был задуман как дублер ленинградского и официально был зарегистрирован 8 февраля 1940 года, а в июле 1941 весь ленинградский завод переехал в Казань. И уже в октябре 1941 года наш завод, один из первых, выпустил 5000 биноклей. Первый был у нас минометный прицел. К сожалению, ничего живьем не осталось. Потом, значит, тут танковые прицелы, снайперские. И с января 1942 года панорама Герц – это артиллерийские прицелы. И сложно сказать, это стало поселкообразующим предприятием или поселок Дербышки стал заводообразующим. Жили в наспех построенных деревянных бараках, посуду, игрушки и другие домашние необходимости производили для себя здесь же. Несмотря на то, что рабочие имели бронь от армии, 2000 сотрудников завода ушли на фронт. Их заменили женщины и подростки. Символом всех подростков стал Ваня Чередилин. А у ему было где-то 13 лет, он не доставал до станка, он ставил ящики. Один не хватало, если он ставил второй. Значит, у нас герой Советского Союза есть Николай Липатов. Он работал в 10-м цехе. Он повторил подвиг Матросова. Кроме увеличительной оптики производил завод киноаппаратуру, приборы ночного видения, тепловизоры, лазерные и радиоэлектронные приборы. Продукция завода была и в космосе, и продолжает помогать военным и гражданским. Из Ленинграда в Казань в начале Великой Отечественной войны переехал и приборостроительный завод, ныне Казанский электротехнический. В августе 1941-го вместе с оборудованием приехали 220 сотрудников. Тоже ночевали прямо на заводе, чтобы на дорогу домой и обратно время не тратить. Было принято решение размещения его на площадях ликероводочного завода, который находился на улице Свердлова, 50, сейчас улица Петербургская, где расположен технопарк «Идея». Основной продукцией в годы войны стал прибор управления зенитным огнем ПУАЗО. Он обнаруживал самолет, вычислялась скорость, направление его движения. Данные получали зенитчики. Потом обеспечивали приборами и военно-морской флот, и авиацию. После окончания войны мы начали производить уже крылатые ракеты морского базирования. Делали и гражданскую продукцию, которая была популярной по всему Союзу. Альберт Алексеев на заводе с 1968 года, выйдя на пенсию, стал заведовать музеем. Говорит, что после военных самыми сложными стали 90-е, когда нужно было сохранить технологии и специалистов. Удалось. Сейчас работают и на медицину, но оборонка остается главной темой. Основная аппаратура – это аппаратура системы опознавания, свой-чужой. Это останавливается на все объекты, на корабли, на самолеты. Это аппаратура. Внимание! Выстрел! Огонь! Чужие не ходят на Казанском пороховом заводе, одном из старейших. Он возник еще при Екатерине II в 1788 году. Именно про него написано на красных воротах, символе Кировского района Казани. Второе рождение он пережил в 17 году после взрывов и пожара. И новый виток развития уже с началом Великой Отечественной. Во время Великой Отечественной войны сюда переводится отдельное техническое бюро НКВД на территории предприятия. Ну и в итоге в 1942 году начинают изготавливать для «Катюш» именно на пороховом заводе снаряды. И тоже, несмотря на бронь, уходили на фронт работники, их заменяли женщины и подростки. Мы можем гордиться 8 героями нашего Советского Союза, работников предприятия. Это имена Кузнецов, Павлов, Гаврилов, Ивлев, Соболев, Нехаев, Столяров, Шульгин. Это тот самый Гаврилов, который защищал Брестскую крепость. Да. В эти годы сутками предприятие трудилось. Садики начинают круглосуточно работать, чтобы воспитатели в садиках тоже круглосуточно работают, чтобы родители могли уходить в смену. Вот эта мочалка эфиром пахнет. И есть настоящий порох, только его еще нужно измельчить и испытать. Эти кадры мы снимали в мае 2014-го. Порох в обывательском представлении – это порошок, но изначально это такие вот волокна. Потом, в зависимости от назначения, он может остаться такой же лапшой или стать порошкообразным. Здесь тоже непростыми были 90-е. Изготавливали от пушек до игрушек.
То есть это и светильники, здесь представлены игрушки, даже некоторое время делали фейерверки. Сейчас же из гражданской продукции у нас осталось изготовление это лакокрасочных изделий и гражданского пороха. До сих пор работают целыми династиями, общий трудовой стаж которых более 800 лет. Теща с зятем Эльвира Глебова из своих 83 лет 38 отдала заводу, Борису Артамонову за 60, здесь с 91 года. Продолжает работать. Династия наша большая, 318 лет отработали, родственники все. Да и сейчас еще молодежь работает. Основатель династии Глебов Иван Михайлович. У него 5 дочерей было и 1 сын, вот свекр мой. Вся жизнь на заводе? Да, вся жизнь прошла у нас. Прошла на заводе. Вся молодость. Как и город Казань, город трудовой доблести. И, соответственно, наше предприятие, конечно, заслуживает этого звания. Валентин Осипов, ветеран еще одного завода, претендента на звание предприятия трудовой доблести – Казанского авиационного. Впервые пришел сюда ровно 60 лет назад и застал еще тех, кто трудился в годы Великой Отечественной. Война была техническая, Отечественная война. Когда тем, у кого больше техники, тот и победил. И наш завод вот этой своей техникой внес такой большой вклад, то есть в победу. Казанский авиакомбинат был заложен в 1932 году, но в 1941 сюда был эвакуирован Московский авиазавод номер 22, основанный в 1927 году. Поэтому в этом году ждут 95-летнего юбилея, в честь которого задуман капитальный ремонт, в том числе и помещение музея. Потому пока такие условия, как говорится, приближенные к боевым. Мы держим модельку легендарного самолета П-2. Двухмоторного бомбардировщика, который изготавливался на Казанском авиационном заводе с 1941 по 1945 год. Более 10 тысяч самолетов наш завод выпустил за этот период. Помимо самолетов П-2 изготавливались самолеты П-8, это 4-моторные бомбардировщики. Вот здесь вот как раз модельку мы можем увидеть, вот он намного больше, мощнее. Это был первый самолет, который в августе 1941 года уже долетел до Берлина и бомбил Берлин. Пережившие войну, выжившие в 90-е. Казанскому авиационному, пороховому, электротехническому, оптико-механическому и еще 10 заводам за значительный вклад в достижение победы, массовый трудовой героизм и самоотверженность указом президента Татарстана 7 мая 1922 года присвоено звание «Предприятие трудовой доблести 41-45 годов». Зуфар Давлетшин, Роман Безменов. 7 дней.